Порой мы слышим, что белорусы внутри страны не знают, чем могут помочь в борьбе против режима. На самом деле каждый белорус в своем городе или деревне может сделать очень многое. И сейчас лидеры и создатели разных инициатив расскажут, как именно вы можете внести свой вклад в нашу общую победу. Вступайте в рабочий рух. Это платформа, которая объединяет не только заводчан. К ней может присоединиться каждый работающий белорус, будь то айтишник, медик, учитель, музыкант или госслужащий. Сделать это можно на сайте stachka.org. Главная задача руха – подготовить общенациональную стачку. Для этого в рабочем рухе нужно минимум 138 тысяч человек. Присоединяйтесь, приведите еще десяток своих знакомых. Присоединяйтесь к плану Перемога. Мы собираем людей, на которых можем рассчитывать, и понимаем, как их использовать эффективнее всего для протеста и безопаснее для них. Мы знаем, что нас абсолютное большинство. И благодаря плану Перемога наше большинство получит конкретный план действий в определенный момент. Наши люди уже сейчас везде. К Перемоге присоединились даже действующие сотрудники спецслужб, военные, представители законодательной и исполнительной власти. План закончен уже на 50%. Присоединяйтесь через чат-бот «План Перемога», чтобы нас было 100%. Дорогие друзья, режим сознательно уничтожает все независимые медиа, считая правду источником угрозы. Регионы, где закрыли практически все СМИ, остаются один на один с пропагандой. Но в наших силах каждого помочь людям. Каждую неделю скачивайте, распространяйте листовки, наклейки, сам издат. В телеграм-канале «Байпросвет» собраны все издания, включая региональные. Напечатать листовку, оставить ее в почтовом ящике соседей, повесить на дверь подъезда честную газету или региональный выпуск может каждый. Участвуйте в проекте телемедицины и поддерживайте честных врачей. Они могут предложить вам качественную медицинскую помощь. Прямо сейчас в белорусских больницах не хватает более 10 тысяч медицинских работников. Несмотря на огромную нехватку кадров, режим увольняет медиков, которые не молчат, говорят вслух то, что думают, и не демонстрируют лояльность. Поэтому и появился проект Е-здоровье. На сайте okdoc.me вы можете безопасно записаться на прием к любому специалисту онлайн, который свяжется с вами, выслушает и назначит в случае необходимости лечения. После консультации вы можете задонатить любую сумму, которую сочтете нужной, и медик получит вознаграждение. Присоединяйтесь к волонтерскому движению. Волонтеры офиса Светланы Тихановской и других организаций уже год распространяют листовки, наклейки и самиздат, отправляют письма политзаключенным, шьют и развешивают флаги, помогают с дизайном, написанием текстов, переводами, поиском информации, придумывают и реализуют собственные проекты. Не бывает маленькой и незначительной помощи. Каждый может внести свой вклад в нашу победу. Если вы хотите стать волонтером офиса Светланы Тихановской, заполните форму на официальном сайте. Солидарность – наша главная сила, наш самый мощный и неисчерпаемый ресурс. И она растет, как бы режим не пытался закрутить гайки. Но помогая друг другу, подпитывая друг друга этим ресурсом, мы должны также методично лишать ресурсов режим. Экономическое давление на диктатуру здесь один из важнейших наших инструментов. Акция «Банкомат, обменник, банк», народные санкции. Все это позволяет нам сохранять свои ресурсы, одновременно отнимая их у диктатора. Не держим деньги на картах, выводим валюту из банков в свои кошельки, закрываем депозиты, сокращаем потребление бензина и других подакцизных товаров, а также товаров подконтрольных или связанных с режимом компаний. Все эти действия сейчас важны как никогда. Режим под санкциями, ему угрожает блокировка счета в МВФ. И у нас есть алгоритм о том, как нам вместе добиться этой блокировки и лишить диктатора заветного миллиарда. Ищите их в социальных сетях Народного антикризисного управления и социальных сетях Павла Латушко. Солидарность и постоянное давление на режим – это простая формула. И в этом ее сила, наша сила. Помогайте людям и инициативам через фонды солидарности. Благодаря разным платформам вы можете помочь персонально одному из политзаключенных. Кроме этого, вы можете оформить подписку, регулярно поддерживающую несколько инициатив, можете выбрать медиа или актив дворовых сообществ и отправлять им точечную помощь. Правители приходят и уходят, но после их ухода иногда остается система, которая мешает двигаться вперед.
Система – это конституция. Именно конституция определяет правила поведения государства, граждан, общества. И в нашей ситуации нам мало, чтобы ушел Лукашенко и те, кто создавал эту систему 27 лет. Нам нужна новая система. Система для граждан, для людей. У нас есть проект Конституции Новой Белоруссии. Народная конституция. Присоединяйтесь, давайте вместе обсуждать, давайте вместе продвигать этот закон, потому что нам жить по новой конституции в Новой Белоруссии. Найдете нас на разных информационных площадках, подключайтесь, обсуждаем, продвигаем и вместе строим новую Беларусь. Помогайте адвокатам и проектам, которые пытаются защищать невиновных в судах. Приходите на суды над белорусами, фиксируйте происходящие преступления и передавайте все в весну. А еще присоединяйтесь к порталу Пробона и их волонтерскому колл-центру в Телеграме. На сайте Пробона собраны инициативы, которые оказывают юридическую, правозащитную помощь белорусам, создают необходимые памятки и даже помогают с поиском работы репрессированным. Вы можете стать волонтером, заполнив анкету на сайте. Пишите политзаключенным и поддерживайте их семьи. Солидарность и взаимоподдержка – вот наша главная сила. В Беларуси уже 617 политзаключенных. И еще тысячи человек сидят по политическим причинам. Их семьям и им самим нужна поддержка белорусов. На сайте нашего проекта PolitZec.me вы можете найти имена и адреса всех политзаключенных, чтобы написать им и поддержать разными способами. Через I Need Help Buy вы можете купить продукты для семей пострадавших, отправить письмо политзаключенным анонимно или из другой страны можно через сайт в клеточку.org. Фонды BuySol и «Страна для жизни» и проект Dissident Buy проводят сборы на поддержку конкретных политзаключенных и их семей. Присоединяйтесь к 17 тысячам белорусов через чат-бот «Движение большинства», где каждый день вы можете выполнять простые задания, чтобы приблизить нашу победу. Используйте инструмент мирного протеста генератор жалоб Scarga Help. Каждый человек в системе должен знать, что мы не согласны с беззаконием. Продвигайте в обществе концепцию национального примирения. Нам необходимо сохранить единство и строить страну, в которой комфортно людям с разными мнениями и взглядами. Важно верить и брать ответственность за себя и за будущее, и тогда вместе у нас все получится. Дапамагайце культурным дзеячам. Спачатку сваёй працы Рада культуры дапамагла больш чым 300 дзеячам культуры. І кожны беларус можа дапамагчы. Вы можете ахвяраваць любую суму альбо проста паглядзець канцэрт вашага улюбёнага выканаўцы, тэатральную пастаноўку, кліп, фільм на нашым YouTube-канале і падзякаваць па спасылцы ў апісанні. Таксама вы можете прымаць удзел у дабрачынных аўкцыёнах, на якіх выстаўляюцца карціны, кнігі і шмат чаго іншага цікавага. Усе сродкі ідуць на падтрымку людзей культуры, якім патрэбная дапамога. Культура мацнейшая за дыктатуру. Мы все гэта ведаем. Мы запустили общую платформу солидарности. Все упомянутые инициативы собраны на ней, и вы прямо сейчас на сайте можете увидеть, чем и кому помочь. Добавьте себе в закладки этот сайт, и когда у вас появляется свободное время, заходите и выбирайте задачи, которые вам по силам. Отправьте это видео всякому, кто спрашивает, что мне делать. Оно станет ответом. Под видео мы оставим ссылки на каждую упомянутую инициативу. Все это можно делать сейчас, даже в тех условиях, что созданы в нашей стране. И если мы будем делать это каждый день, условия в стране начнем создавать мы сами.